Это за партами, они просто учащиеся, дисциплинированные и прилежные. А в актовом зале уже настоящие актеры, талантливые и неуемные. Отдельные эпизоды из жизни Идриса Зязикова оживают на глазах у зрителей. Вот еще младенец, он лежит в люльке. В гости к его отцу Бейсултану то и дело приходят люди. Тогда еще никто не подозревает, что это будущий первый руководитель ингушской автономии Идрис Зязиков. Через 18 лет Идрис Зязиков поступает в столичный институт. Через 3 года начинается революция. Он вынужден вернуться домой. Так и начинается его общественно-политическая деятельность. Он возглавляет движение по образованию ингушской автономии. Уже в 1924-м ингуши добиваются признания своей государственности с руководителем Идрисом Зязиковым. Такая бурная политическая деятельность и любовь к своему народу многим не понравилась. Его смещают с должности, но народ негодует. Через время его как неугодного арестовывают, но рядом всегда жена и соратница Жанет Хантыгова. Роль супруги Идриса досталась Фатиме Куриевой. Говорит, что готовилась долго. Роль мне далась довольно-таки тяжело, но для меня была огромная честь играть жену Идриса Бейсултановича. Мы с детства не понаслышке знаем судьбу, биографию Идриса Бейсултановича, какие тяжелые моменты он прожил в своей жизни. Чтобы сцены из жизни Идриса Бейсултановича стали реальностью, учащиеся и педагоги готовились не один день. В основном опирались на его автобиографию, чтобы детально передать все эпизоды из его жизни. В сценарий мероприятия мы включили сцены из пьесы Саида Черкеева «Террор». Это было сделано с целью, чтобы дети смогли увидеть как бы вживую картину тех далеких событий. Цель данного мероприятия – воспитать гражданственность, патриотизм в детях. На свободу Идрис Бейсултанович выйдет в 1934 году. Он возобновит свою политическую деятельность, но снова окажется в тюрьме. В октябре 1937 года Идриса вновь арестовывает вместе с женой Жанет. Он умер 5 июля 1938 года в тюрьмах НКВД. Однако память о нем жива до сих пор, а школьники гордятся, что общеобразовательное заведение носит его имя. Я очень горжусь, что он был из Барсуков. И с радостью готовилась к этому мероприятию. К сожалению, место захоронения видного ингушского политика, настоящего сына своего народа и патриота Идриса Бейсултановича до сих пор неизвестно. Зато каждый ингуш прекрасно знает о нем самом, о тяжелой жизни во славу народа. Героев безымянных, от нас река забвения унесла. Но слава о тебе, орел Кавказа, в моем народе в почести жила. Тамара Хшагульгова, Адам Далаков, Новости 24.